وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. После этого, иншаллах, мы продолжаем наши уроки в Исламском университете Украины онлайн-режиме. Мы проходили книгу «Украшение искателя знаний» Бакра Абу Зайда. Баракаллаху фикум. Брат Ахмад, ты будешь читать? Давай, бисмилlah. Мы остановились 22 глава. Тут идет, после имама Захаби, идет от Малика мы остановились. От Малика да смилует над ним Аллах. Переданы такие слова. Можешь читать, бисмилlah. От Малика да смилуется над ним Аллах переданы такие слова. Знание не берется от четверых, от глупца, выражающего свою глупость открыто. Даже если он знает сообщений больше, чем кто-либо, от приверженца нововведения, который призывает своей страсти, от человека, который лжет в беседах с людьми. Даже если я не могу обвинить его во лжи при передаче хадисов, и от приведенного много поклоняющегося почтенного человека. Если он плохо помнит, то что рассказывает? О, искатель знаний. Подожди, брат. Если у тебя есть возможность... Брат, подожди. Если человек начнет, он тут говорит, от Малика приводится, знание не берется от четверых, говорит. Четверых людей знание не берется, от глупца. Этот глупец, бывает, пользуется знанием ислама, бывает, он научился, хафизом стал, допустим, выражающий свою глупость открыто, даже если он знает сообщений больше. Допустим, имеется в виду сообщения, как Коран знает, хадисы он знает, но однако он является глупцом. Как сегодня некоторые невежественные братья, что они делают? Когда они узнают закон Аллаха, де юру, скажем, да, когда они узнают закон Аллаха, они думают, что этот закон нужно практиковать над каждым человеком, то есть выносить решение над каждым человеком, не имея знаний. Да, быть может, этот человек следует за каким-то ученым кадием, и он может привести его слова. Но однако сам делать выводы, для этого что нужно, чтобы делать выводы, хукмы делать? Нужно знание. Знание не всего лишь законов Аллаха, не всего лишь законов де юру, как мы говорим, Корана и Сунны. Нужно знать также, как нужно их теперь привести в практику над людьми, или над городом, или страной, как их реализовать в реальности теперь. Это уже другое знание, другая наука называется, реальности. Баракаллаху фикум. Некоторые, как говорится, да, виртуально живут в книгах, как будто реальности так и выглядит. Нет, реальности так не выглядит. В реальности мы далеки от, как говорится, исламской общины, которая была до нас. То есть во время праведников. Мы далеки до такой степени, мы даже не подобие нашей общины Мухаммада, саллаллаху османской, во время османского правления. Даже не подобие мы сейчас во время Амьядов, или во время Нуруддин Зинки, или во время Салахуддина Аюби. Наше положение и подобие этим, как говорится, правлением. Мусульман сегодня хуже положения. Также неподобие аббасидам или амьядам, не говоря уже во время пророка и сподвижников, рады Аллаху анхум аджмаин. И теперь мы говорим, мы когда рассказываем знания ислама из Корана и Сунны, мы хотим, чтобы они практиковались среди нас. Однако решение делать, выводы делать, хукмы делать таким образом, будьте осторожны, баракаллаху фикум, делает хукм алим, делает хукм кади, специалист по этим вопросам называется, который знает и тексты, и знает разногласия, и знает, где иджма, единогласие он знает,
и знает он, как говорится, реальности и дальше другие науки, баракаллаху фикум. Итак, сколько глупцов, которые сегодня очень легко выводят решения и говорят, что эти люди хариджиты. А ты сам кто, который стал под этим тираном? Ты сам кто, который служит тиранам? Ты хуже этих хариджитов получается? То есть этот человек хуже хариджитов или мурджиитов или других сектантов, которые служат тирану? Он хуже. Служит он тирану, искажает религию под страсти тирана современного. А те, быть может, следуют за старыми словами или, быть может, заблудились, не знаю. Но, однако, мы не оправдываем ни тех, и других. Но мы говорим, будьте осторожны, не спешите, призывайте людей, но не судите. Будьте дуатами, говорил наш шейх один, когда он объяснял имена атрибуты Аллаха. Будьте дуатами, но не кудатами. Будьте призывающими людей к исламу, к Аллаху, но не судящих людей подряд налево-направо, как некоторые судят. Итак, это делают глупцы, которые узнали тексты, которые узнали слова ученых, баракаллаху фикум, не имея другие алаты, не имея другие, как говорится, да, науку и реальности, баракаллаху фикум. Читай дальше. О искатель знания, если у тебя есть возможности и выбор, то не бери знания от приверженца нововведений. Рафитита, хариджита, мурджиита, кадарита, убурита. Подожди, брат. Кадарита — это секта, которая заблудилась в вопросах када валь кадар. То есть кадариты — это секта в вопросах имана заблудилась. Это не кадри тарика. Не кадри тарика, имеется в виду Абдул-Кадр Джилани. Не его тарика, а имеется в виду, баракаллаху фикум, в вопросах идеологии именно кадра. Убуриты — это могилопоклонщики, почитатели могил. Некоторые, когда идут к могилам, что они делают? Почитают могилы. Делают бидаты некоторые. Посещают могил для поминания, имеется в виду о смерти, чтобы вспомнить о смерти, чтобы себя оберегать, чтобы он не умер худшим концом. Идет человек на могилы, чтобы вспомнить, что будет с ним. То же самое, что случилось с ними. Будет ему только то, что он приготовил. Будет с ним только то, что он приготовил. Если он ради Аллаха делал, чистым намерением, и также на пути пророка Мухаммада, имеется в виду по шариату, тогда примется его дела. Даже если он мусульманин, если он не ради Аллаха делает, даже если он мусульманин, если он не по шариату делает, значит он делает нововведение, бид'a, искажает нашу религию. Опять у него не принимается. Поэтому тот, кто должен встречаться с Аллахом, ему нужно постоянно напоминание. Тот, кто должен умереть, имеется в виду. А кубуриты, они сначала делают бид'a, а потом делают ширки. Многобожие начинают делать около могил или просят мертвых. И прочих он сказал. Ибо тебе, дальше читай. Ибо тебе не удастся достичь целей, которых достигают истинные мужи, правильных религиозных убеждений, прочной связи с Аллахом, здравых воззрений, следования за преданиями, иначе как оставил приверженца нововведений и их ересь. Книги, посвященные биографиям приверженности Сунне, полны указания на решимость Ахлю Сунна покончить с нововведениями, отвергание ими еретиков и отдаление от них, подобно отдалению здорового человека от больного парши. Существует множество историй и фактов, связанных с этим разъяснением, которых требует долгого времени, но мне хотелось бы указать на самое главное из того, что записано и зафиксировано по этому поводу. Дальше. Предшественники, да смилостся над ним Аллах, считали важным и необходимым пренебрежительное и презрительное отношение к приверженцам нововведений, отвергание еретиков и их ереси, и предостерегали от общения с ними, обращения к ним за советом, совместных трапез с ними, считая, что очаг суннита не должен быть рядом с очагом приверженца нововведений. Среди предшественников были такие, кто не совершал погребальную молитву за еретика и уходил прочь.
То есть, Свидетельства подтверждают. почему, знаете, они уходили? Для того, чтобы приостановить вот это нововведение, ересь, чтобы остановить, поэтому уходили. Дальше. Свидетельства подтверждают, что выдающийся ученый шейх Мухаммад ибн Ибрахим умер в 1389 году. Да смилуется над ним Аллах, уходил, не молясь за еретика. Среди них были те, кто запрещал совершать намаз за имамами, приверженцами нововведений, и те, кто запрещал рассказывать их ересь, потому что сердца слабы, а заблуждения хватают людей подобно крючкам. Читай. Читай, брат, продолжай. Продолжай. Прошу прощения, сейчас прошу прощения, перескочила у меня тут. Сахр бин Абдулла ат-Тустари. Сахр ибн Абдуллах ат-Тустари считал, что приверженец нововведений не имеет права есть мертвечину в состоянии крайней необходимости, потому что он является несправедливым преступником, богинь, в соответствии со словами Всевышнего. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не будучи приступающим, богинь, сура Пчелы, 115 аят, до конца аята он приступил посредством своей ереси. Предшественники изгоняли еретиков из своих собраний, примером чего является история об имаме Малике, да смилуется над ним Аллах. О человеке спросившем его об образе восшествия Аллаха Да, на престол. В этой истории сообщается. Да, и человеки, спросившие об образе восшествия Аллаха на престол, дальше. В этой истории сообщается, что произнесение известный ответ имам Малик сказал еретику: «Я считаю тебя не иначе, как приверженцем нововведения», после чего приказал вывести его. Множество сообщений от предшественников указывают на их отвращение к приверженцам нововведений и отказ от общения с ними по причине опасения их зла и недопущения распространения их ереси, а также для того, чтобы сломить их морально, лишив сил на пропаганду нововведений. Кроме того, общение последователя Сунны с приверженцем нововведений может быть воспринято начинающим искателем знания и простым человеком. Аминь. Аминь. Как рекомендация. Амми называется, амми на арабском. Для них одобрение и похвала в их адрес. Ведь слово То есть, подожди, брат. Он тут говорит, кроме того, общение последователя сунны с приверженцем нововведения или заблуждений, или тиранами, допустим, да, может быть воспринято начинающим искателем знаний и простым человеком амми как рекомендация для них. То есть, когда ты садишься с ними, нововведенцами, людей ереси, заблуждений, тиранами, что начинают думать простые люди, как рекомендация для них становится одобрение и похвала в их адрес. Ведь слово «амми» произведено от слова «аль-амм» – слепота. Человек, когда не видит. То есть он закрывший как будто глаза и не видит, он, то есть слепой человек, да? И он начинает искать себе путеводителя, кто его приведет к определенной цели, к которой он стремился. Он хотел пойти в рай. И эти люди, заблудшие, пользуются этими людьми аммиями. Когда Ахлю Сунна садятся с ними, заблудшие люди, что они делают? Они приобретают простых людей, когда с ними садятся Ахлю Сунна. Когда Ахлю Сунна за ними читает джаназа. Баракаллаху фикум. И простой человек, как правило, находится в руках того, кто его ведет. Того, кто его ведет. Читай, брат. Одобрение и похвала в их адрес. Ведь слово «амми» произведено от слова «аль-ама»,
слепота. И простой человек, как правило, находится в руках того, кто его ведет. Мы находим сообщения по этой теме в книгах, посвященных терминологии хадиса, этикету получения знаний, а также науке о дискредитации и признании добросовестности передатчиков. О искатель знаний, будь последователем предшественников, саляфи, неукоснительно придерживаясь этого ясного, широкого пути, и берегись, чтобы приверженцы нововведений не искусили и не совратили тебя с него, ибо они разработали специальные пути для охоты за последователями и привлечения их в свои ряды обманными способами, прокладывая эти пути при помощи речей, подслащенных медом. Но только этот мед наоборот. Арабское слово ясаль в русском. Асль это мед. При прочтении его наоборот превращается в леса. Леса. Это прилипание бывает. Вот, прилипающие бывают вещи. Что означает яд или жаля. При помощи пролития слез, привлекательного внешнего вида, обольщения фантастическими рассказами, удивления чудесами, караматами, облизывания рук и целования плеч, но нет, за этим ничего, кроме страсти нововведения и тумана смуты, которые они хотят посеять в твоем сердце, чтобы сделать тебя одним из них. Клянусь Аллахом, слепые не годятся для того, чтобы вести и направлять других слепых. То есть, посмотрите, подожди, брат, подожди. Тут он говорит, но нет за этим ничего, кроме страсти. То есть, эти люди тебя призывают, как будто, да, преподносят тебе мед, как будто. На самом-то деле, под этим якобы медом имеется в виду яд. Они тебя травят своим нововведением, заблуждением. Будьте осторожны за красивые речи, которые они хотят посеять в твоем сердце. Что на самом-то деле? Яд, чтобы сделать тебя одним из них, как они стали сектанты. Клянусь Аллахом, слепые не годятся для того, чтобы вести и направлять других слепых. Поэтому не следует за ними, а следует за кем? За Кораном и Сунной, учеными, которые следуют за Кораном и Сунной. Тоже баракаллаху фикум амми, человек амми следует. Учеными, Коран и Сунна, кто следует, баракаллаху фикум, кто практикует, живет по ним. Что касается дальше. Взятие знаний ученой Сунны. Что касается взятия знаний у ученых Сунны, то облизывай этот мед и не переживай, и да поможет тебе Аллах следовать правильной дорогой, дабы ты смог напиться из чистого источника пророческого наследия. В противном случае пусть тот, кто плачет о своей религии. Правильно. Видишь, он что говорит? Что касается взятия знаний ученых Сунны, быть может, как сегодня Медина, да? Люди смотрят, много просмотров, значит он хороший. Если мало просмотров, то плохой ученый. Или как будто плохой говорит. Мой шейх, допустим, у него просмотров 50-100 человек. Я у него учил усуль фик и каваад аль-фик. Он является шейх Хасан, то есть ля иляха илляллах, аль-машхур. Да, шейх он аль-Азари, шейх Хасан аль-Азари, также он шейх был в Саудовской Аравии, там тоже Умуль-Куран преподавал. Он хорошо знает науку, как говорится, основу фикха. У него очень мало просмотров, и других шейхов тоже мало просмотров. Я смотрю, как другие, допустим, да, простые такие даватчики, их много смотрят, значит, простые люди их не понимают, их речь не понимает. А так, простые люди не понимают, а научные работы понимает только мало людей. Так нужно понимать вопросы баракаллаху фикум. Дальше. То, что я упомянул тебе, касается положения, когда у тебя есть возможности
и свобода выбора. Если ты получаешь общее системное государственное образование и у тебя нет выбора, то будь осторожным в отношении последователя нововведений. Проси у Аллаха защиты от его зла и будь бдителен в отношении его происков. Поступая по принципу «собери плоды, а дрова выброси в огонь». И не пасуй, бросая учебу, ибо я боюсь, что это будет чем-то вроде побега в поле боя. От тебя требуется лишь удостовериться в том, кто этот человек, остерегайся его зла и раскрыть его сущность. Приведем один занимательный пример. Абу Абдурахмана аль-Мукри, да смилуется над ним Аллах, передал хадис от мурджиита. И когда его спросили, почему он делает это, он ответил: «Я продаю вам мясо с костями». Он передал хадис, не допустил какой-либо неясности или обмана. Четко разъяснил, что человек, от которого он его передал, является мурджиитом. То есть он разъяснил, если он там в передаче, допустим, использовал для того, чтобы вести свою ересь как мурджиизм, он предупредил, что он является мурджиитом. Дальше написано мною здесь, говорит. Дальше. Написано мною здесь относится к основным принципам твоего вероубеждения. Вероубеждение Ахлю-Сунна валь Джамаа. Здесь уместно привести слова шейх-ул-Ислам Абу Усмана Исмаиля ибн Абдурахмана ас-Сабуни. Умер в 446 году по хиджре. Да смилуется над ним Аллах. Сказанный им в Аль-Акида ас-Салафия. Они, Ахли-Сунна, ненавидят последователей нововведений, которые вводят в религию то, что к ней не относится, не пытают к ним любви, не водят с ними дружбы, не слушают их речей, не общаются и не сидят в их компании, не вступают с ними в споры и прения относительно религиозных вопросов считают, что нужно оберегать слух от их рассказней, которые, если входят в уши и закрепляются в сердце, наносят ему вред и влекут в него за собой всевозможные наущения и порочные мысли. Именно об этом великий и могущественный Аллах ниспослал свои слова. Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Сура Скот, 68. От Сулеймана ибн Ясара передано сообщение о том, что некий человек по имени Сабих прибыл в Медину и стал задавать вопросы о неясных аятах Корана. Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, приказал привести его к себе, приготовил для него пальмовые ветки. Когда Сабиха доставили, Умар спросил его: «Кто ты?» «Я раб Сабихи», ответил тот. Тогда Умар взял одну из пальмовых веток и стал бить его до тех пор, пока его голова не стала кровоточить, после чего оставил его на время, пока не зажили раны. Затем повторил наказание и опять оставил его на время до заживления ран. Потом он вновь вызвал его, чтобы повторить наказание. Но Сабих, когда его привели, воскликнул: если ты хочешь убить меня, то сделай это хорошим образом. Тогда Умар позволил ему уехать в свои края, написал Абу Мусе аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, находившемуся в Йемене. Пусть не общается с ним никто из мусульман. Сообщение привел Ад-Дарим, сообщалось. То есть посмотри, брат.
Что получается? Что этот человек травит мусульман. Сегодня Медина травит. Медина имеется в виду видео, через фильмы, который не раздумывает о фильмах. Если он смотрит фильм, ты должен понять, что этот фильм для тебя сделан для чего? Чтобы тебя совратить. Бывает, человек пользуется, скажем, да, плохим, чтобы убрать другое плохое. Пользуется харамом, чтобы убрать другое харам. Бывает такое? Бывает. То есть находит ключ против них, имеется в виду. Такое тоже бывает. То есть сегодня Медина, я хочу сказать, сколько сегодня людей обманывает через новости, через фильмы, колдовство внедряет. И так людей заблуждает разным образом. Когда не получается людей обмануть якобы под именем религии, они стараются по-другому. То есть у шайтана много казней. Один из казней это многобожие. И не получается, он старается человека забросить на уведение. Не старается забросить его большие грехи. Не получается, имеется в виду, не получается, маленькие грехи старается забросить шайтан. Не получается, в дозвольные забросит он человека. Главное, что он обязательно не делал. Дальше, если не получается, шайтан отходит, старается, чтобы он делал сунну вместо фарда. Вместо фарда. Допустим, когда нужно было помочь своим близким, он идет, помогает другой континент. Он помогает другим людям. Когда нужно было близких начинать, вокруг себя начинать, он идет далеко, баракаллаху фикум. То есть, начиная, как говорится, да, своего окружения. Дальше сообщается, итак, почему он говорит, пусть не общается с заблудшими, пусть не смотрит, имеется в виду, не слушает эти заблуждения разных видов. Если у тебя нету, как говорится, для обороны, если у тебя нету, баракаллаху фикум, для обороны знаний, если у тебя нету, если у тебя нету богобоязненности, чтобы опасаться страстей, то тогда не слушай их, не садись с ними. Также не, как говорится, не поддерживай и не хлопай, баракаллаху фик. Читай. Сообщалось, его обвиняли в приверженности взглядам хариджитов. Науи, да смилуется над ним Аллах, в книге Аскар написал в главе об отречении от приверженца нововведений и грехов, после чего привел хадис от Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, и говорится, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отрекся от вопящей, сбривающей волосы и рвущей в рот. Подожди, брат. Тут Хадис. имам Науи, он говорит, в книге Аль-Азкар, у меня есть эта книга, называется «Глава об отречении от приверженцев нововведения и грехов». Почему? Чтобы ты не заболел от кого? От грешников, от нововведенцев. Нововведенцы более опасны, чем грешники. Даже от грешников мы должны держаться подальше. Почему? Потому что в хадисах, в других местах приводится, допустим, если ты садишься за стол, там, где спиртное, допустим, тебе такой же грех является. Да еще этот человек подумает, шайтан к нему придет и скажет, ты допустил такой же грех, потому что ты сел с ними за стол, а теперь можешь и попить теперь все равно. Нет, еще дальше хуже греха он делает, если он попьет. Если он попьет. Если он положил им закуску, то он тоже участник в этом грехе. То есть это называется проклятое место. Пророк Мухаммад сообщил нам, что Господь проклял такие места, баракаллаху фикум. Поэтому грешные места, нововведенческие места должны держаться подальше. Кроме как, если ты не призываешь. Если ты пошел туда призывать или спасать, как говорится, да, от вечного ада, тогда, пожалуйста, как говорится, своими условиями должно быть. Дальше читай. Это Абу Муса. Хадис закончили мы, да. От Ибн Умара теперь передано, что он... От Ибн Умара передано, что он отрекся от кадаритов. Этот хадис переводится от муслима. Вопрос о бойкотировании приверженца нововведений строится на принципе получения пользы или ее приумножения и отведения вреда.
или его уменьшение. Именно от этого зависит законность или незаконность применения бойкота с точки зрения шариата, как это подчеркивает шейх Ислам Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, в ряде мест его книги. Подожди, брат. Подожди, брат. Теперь вопрос о бойкотировании приверженца нововведения строится на принципе получения пользы или ее приумножения. Будет больше пользы или будет вреда, или отведение вреда, или его уменьшение. Бакр Абу Заида самого есть книга, у меня это в библиотеке, моя книга осталась, называется Хаджру Мубтади, называется, держаться подальше от нововведенца. И так там и в других местах, лекциях много, как говорится, да, я слушал от ученых, непосредственно уст ученых, как учеников Албании, шейх Усаймина, допустим, и других ученых, как Аль-Азари. Они говорят, что в этом должно быть польза и вред, учитываться польза и вред. Не ты учитываешь, а ученые. Бывает, мусульмане живут среди не мусульман, и там есть только 2 или 3 мусульман. Один, допустим, какой-то, скажем, да, такой легкий такой, скажем, да, бидатчик такой, легкий бидатчик. Нет у него явных многобожий. Тогда что получается? Им между собой якобы, да, враждовать, что ли? Нет. Или бойкотировать? Нет. Люди просто их даже не поймут. Потому что они только 2 или 3. Поэтому баракаллаху фикум, польза и вреда называется в таких местах. И именно там, где находится даруль куфри. Мусульмане должны держаться джамаатом. Мусульмане должны держаться за ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Почему? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи сказал нам, что если подобие чему, если человек отойдет от джамаа. От джамаа это имеется в виду ахлю сунна валь джамаа. Также группы, мечети должен держаться. Джамаат – одна группа, одна мечеть. Раньше у пророка, саллаллаху алейхи была одна мечеть. Одна община у них была. Теперь по городам, если они распространились, но они не делали раскола между собой. Итак, что получается? Пророк сказал в хадисе, подобие чему? Шайтан, если человек уходит из джамаата, шайтан его легко забирает подобие овце, как забирает волк, говорит, когда он уходит из стада. Легко бывает волку забрать эту овцу. Так же легко шайтану сломать этого человека. Шайтаны человеческие шайтаны, как люди. Люди шайтаны есть. Есть джинны шайтаны. 2 вида шайтанов есть. Поэтому баракаллаху фикум, когда люди не держатся, мусульмане, когда не держатся джамаата, ахлю сунна валь джамаа, Коране и сунне, единой общины, и начинает выскакивать как выскочки, говоря от всех мусульман, когда он не является представителем всех мусульман, тогда это самозванцы, тогда это выскочки, это являются тираны, золимы являются, посягающие на честь мусульман, на имущество, на религию мусульман. Если он говорит от всех мусульман, тогда, когда мусульмане его не ставили. Итак, баракаллаху фикум, нужно учитывать все положение, когда мы говорим о бойкоте. И именно от этого зависит законность или незаконность применения бойкота. Бойкот делается с точки зрения шариата, как это подчеркивает шейхуль ислам, для того, чтобы была польза. Когда бывает польза, практикуют. Когда есть вред, не практикуют. Над ним, да смилуется над ним Аллах, в ряде мест его книг перечислено. Читай дальше. Приверженцы нововведений множатся и проявляются тогда, когда уменьшается знание и распространяется невежество. Именно от них шейх Ислам Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, сказал, эта категория людей растет в численности и начинает доминировать, тогда, когда становится много невежества и невежд, и отсутствуют люди, которые знают пророческую сунну и следуют ей, способные явить ее свет, стирающий мрак невежества, и обличить противоречащие ей вещи, обман, Божие и вздор. Когда ты укрепишься в знании, то рази приверженцам нововведений и их ересь языком доводов и разъяснений.
Да, на этом мы, иншаллах, остановимся. Приверженцы нововведений множатся и проявляются тогда, когда уменьшается знание. Запомните, когда мало знаний и распространяется невежество, нововведение распространяется и невежество. И именно в это время они и распространяются. Тогда и распространились в этих странах, как акида разных видов, акидатов, скажем, да, сектанты разных видов. В этих странах тоже распространились в 90-х, потому что были люди в невежестве. Мусульмане относились к исламу, однако они далеко были от знаний. Поэтому распространилась секта очень легко в этих странах, и разных видов сект распространяется. Баракаллаху фикум, просим Аллаха субхану ва та'аля прощения, милости, время намаза у нас сейчас. Просим Аллаха субхану ва та'аля, чтобы Аллах сделал из нас тех, кто получает пользу из знаний, распространяет знания, оберегает знания, защищает знания. Просим Аллаха прощения, милости нам и всем мусульманам. Просим Аллаха нас наставить на прямой путь, Аллахума амин, и оберегать нас от всех видов заблуждений, Аллахума амин. Просим Аллаха собрать нас вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи в раю, Аллахума амин, субханакаллаху бихамдик, нашхаду ла иляха илля анта, настагфирука. 4 раздел, иншаллах, в следующем уроке.